Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Время подводить итоги. Благодаря вот этому мероприятию мы стали еще ближе с нашими коллегами мусульманскими странами. О чем заявили на пленарной сессии форума, выслушал Дмитрий Аринин. Финансы по канонам шариата. Многие люди, даже которые не по религиозным принципам, готовы использовать эти продукты, потому что это как знак качества. О первых итогах эксперимента по исламскому финансированию расскажет Рамиль Галиулян. Обсуждение международных транспортных коридоров, губернаторская сессия, форум религиозных деятелей. Мы можем даже посчитать, какая польза принесена экономике республики благодаря переговорам здесь. О разнообразии мероприятий в четвертый день Казань-форума расскажет Вероника Гайнудинова. Сегодня в Татарстане четвертый день Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Накануне обсуждали финансы, логистику, строительство, торговлю, технологии. Провели десятки встреч и подписали столько же соглашений. На большой выставочной площадке курс на развитие халяль. Сегодня также был день серьезных разговоров, пленарные заседания, сессии, дискуссии, круглые столы. К форуму присоединились федеральные руководители. Второй день в Казани работает вице-премьер страны, председатель оргкомитета форума Марат Хуснуллин. Сегодня в Казань приехал новый вице-премьер Алексей Аверчук. Здесь находятся главы нескольких регионов страны. Основные итоги Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» подвели на пленарном заседании. Оно прошло на Казань-Экспо. Из ключевых заявлений форум показал, что попытка изоляции России провалилась. Есть большие перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества и рекорды по количеству участников и подписанных соглашений. Подробнее Дмитрий Аринин. Заседание традиционно началось с молитвы. В этом году это сура Фатх в переводе «Победа». В это время на экране впервые показывают страницы Казанского рукописного Корана. Первые итоги форума подводит председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. Он отметил, сейчас страна создает и расширяет транспортный коридор север-юг. И встреча в Татарстане – это новые точки соприкосновения. Сегодня на выставке узнал, что Ульяновская область в Иран отправляет составы с продукцией. То есть мы стали ближе, что уже железнодорожное движение идет. У нас через Азербайджан началась проектироваться и строиться железная дорога с Ираном. И в целом товарооборот со странами АИС увеличился на 31%. Мы надеемся, что мы точно найдем дополнительные точки соприкосновения, мы точно проложим маршруты альтернативные Суэцкому каналу. Как отметил Рустам Минниханов, хорошим дополнением форума стала работа группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Работа заседания нашей стратегической группы, она очень хорошо вписывается. Значит, когда мы обсуждаем одни вопросы, которые касаются исламского мира, и переходим на эту площадку, где уже мы обсуждаем более широкую интеграцию наших взаимоотношений, халяльный образ жизни, вот, все расширение туристических наших контактов. Все это идет под эгидой и с поддержкой руководства нашей страны. Благодаря Владимиру Путину форум уже второй год имеет федеральный статус. В этом году Казань-форум объединил почти 200 различных мероприятий. Приехали рекордные 20 тысяч участников из 85 стран. Было подписано 120 соглашений о сотрудничестве. Как отметили, с глобальным югом, Россию и страны СНГ объединяет общий менталитет, религия и схожесть взглядов на миропорядок. Россия открыта для сотрудничества, для диалога с друзьями, со всеми, кто разделяет наши подходы. Исламские страны, на мой взгляд, демонстрируют взвешенный подход и выстраивают отношения с Россией именно в большинстве случаев как дружественные. Последние годы экономика России выросла, и у стран, которые с нами сотрудничают, тоже. Это лучшее подтверждение выбранного курса. Отношения между АИС и Россией вышли на качественно новый уровень. Уделяется большое внимание укреплению и расширению сотрудничества, увеличению товарооборота, росту инвестиций. С этой целью подписываются различные соглашения. Хотел бы поприветствовать всех участников форума и поблагодарить, конечно же, Рустама Нургалиевича за его прекрасную организацию. ایران و روسیه به عنوان دو
Иран и Россия – две большие страны, соседи, у которых есть разнообразный потенциал для сотрудничества. Его мы намерены очень серьезно развивать. Политическая повестка дня гласит, что нам нужно создать многогранный мир, в котором будем развивать отношения с дружественными странами. Марат Хуснуллин обратил внимание, Казань-форум помимо деловой представил обширную культурную программу и возможности для неформального общения. Самое главное, что люди ведь, когда они между собой общаются, налаживаются связи по горизонтали, и это начинает работать. Вот посмотрите, прекрасная, например, была выставка региональная, прекрасная была выставка поваров. Да, то есть собрались повара со всего мира, значит, каждая мусульманская страна представляли, какие блюда они готовят. Как отметили в завершении, прозвучавшие на форуме тезисы заставили задуматься о многом, и много участники подчерпнули для себя. Встречу в столице Татарстана ждут и в следующем году. Как отметил Рустам Миниханов, будет сделано все, чтобы форум прошел на еще более высоком уровне. Дмитрий Айрин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Приветствие участникам Казань-форум направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. За годы проведения форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам. Россия выступает за укрепление роли государства исламского мира в региональных и мировых делах. Уверена, что Казань-форум придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и регионами государств-членов ОИС, в том числе в таких важных областях, как экономика и туризм, наука и технологии, финансы и инвестиции, отметила Валентина Матвиенко. Высокую организацию Казань-форума отметил заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. Сегодня он пообщался с прессой. Федеральный руководитель заявил, страна взяла курс на сотрудничество с глобальным Югом и Востоком, и площадка в Татарстане – отличная возможность наладить связи. Очень важно, что здесь уже не первый раз в Казани собирается такой международный форум, который позволяет как раз улучшать связи между Россией и исламским миром. Не первый раз я здесь, и это всегда великолепно. Это, как говорится, на высшем уровне. Во-первых, это возможность провести двухсторонние встречи. Очень интересные дискуссии идут в рамках панельных сессий. Это всегда, прежде всего, делается для того, чтобы развивать сеть контактов, сеть знакомств. Поэтому такие форумы всегда являются важным толчком к развитию внешнеэкономических связей. Сегодня на форуме подвели первые итоги эксперимента по исламскому банкингу в 4 регионах. Рустам Миниханов на профильной сессии заявил, как выяснилось, регионального уровня для привлечения иностранных партнеров недостаточно. Нужна серьезная федеральная поддержка. Он предложил предоставить участникам эксперимента возможность использования мат-капитала, уравнять условия исламского банкинга с обычной ипотекой, также кредитование через льготные программы. Райс республики подчеркнул, религиозные семьи в основном многодетные и могли бы этой возможностью воспользоваться. Тему продолжит Рамиль Галиуллин. Эксперимент по исламскому, или как его еще называют, партнерскому финансированию, стартовал в России в сентябре 2023 года. В пилотный проект вошли 4 региона России. Кроме Татарстана, он также проводится в Дагестане, Башкортостане и Чеченской республике. Исламский банкинг основан на соблюдении канонов шариата. Главный запрет касается процентов и финансирования определенных секторов экономики, игорного бизнеса, производства свинины, алкоголя, табака и оружия. Банки получают прибыль с инвестиций, поэтому основные операции – рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Такой деятельностью в России занимаются только те учреждения, которые прошли отбор в специальный реестр. Сейчас в нем 23 организации, 13 из них из Татарстана. И самое главное, есть позитивные результаты. Вот с начала эксперимента 1290 сделок. Новые продукты, вот проектное финансирование. Здесь есть объекты, которые вот так Барсбанк ведет. Льготное финансирование субъектов малого бизнеса. Мы несколько раз вносили законопроекты для принятия. Они, к сожалению, в предыдущие периоды не поддерживались, но благодаря в том числе поддержке Рустама Нургалиевича мы этот закон приняли, и он начал работать.
Причем, на мой взгляд, он довольно эффективно реализовывается. Чтобы исламский банкинг органично вписался в российские реалии, нужна федеральная поддержка. Для развития рынка необходимы новые механизмы, подчеркнул Раис Республики. Например, предоставить участникам эксперимента возможность использования мат-капитала, уравнять условия исламского банкинга с обычной ипотекой, а также кредитование через льготные программы. Это особенно актуально в свете того, что есть религиозные семьи, они в основном многодетные. Почему мы эти инструменты не имеем возможности им предоставить? По словам участников, ключевая задача – подготовка специалистов, умеющих работать по новым требованиям пока единицы. Обучение проходит на базе Российского исламского института, КФУ и Болгарской академии. Что такое обучение про 100 человек? Что это такое? Как мы хотим на всю страну эту работу? Повышение квалификации 300 человек. Это даже для нашей республики, я считаю, что не очень много. Озвучили и другую проблему, когда организации работают по принципу исламского банкинга по факту, но не регистрируются из-за дополнительных нагрузок. Требования по собственному капиталу, по приросту этого капитала. В целом это обычные требования для того, чтобы войти в реестр, ведь Банк России тоже должен проводить какую-то работу по надзору. Это его прямые полномочия. И вот эти требования были установлены, и на мой взгляд, они являются определенным сдерживающим моментом, поэтому смягчение этих требований позволило бы увеличить количество компаний в реестре. Как отметили участники сессии, партнерский банкинг имеет огромный потенциал. Сегодня глобальный рынок исламских финансов оценивается в $4 триллиона. Это огромная цифра. Более 6% всего мирового банковского капитала, банковских активов – это активы, которые выданы по принципам партнерского или исламского банкинга. То, что мы узнали для себя, для нас тоже был некий сюрприз, что многие люди, даже которые не по религиозным принципам, готовы использовать эти продукты, потому что это как знак качества. Эксперимент будет идти до сентября 2025 года. В случае успешной реализации исламский банкинг станет постоянным и получит всероссийский масштаб. В ближайших планах включение в эксперимент Ингушетии и Чувашии. Мое мнение, что эксперимент нужно продлевать. 2 года не тот срок для такого масштабного изменения. В общем-то, деваться некуда. Нам придется продвигаться очень жестко. Сегодня коллеги об этом говорили, так как география наших международных связей, она кардинальным образом поменялась. И так как в исламском мире существуют свои стандарты кредитования, так называемого, придется выстраивать эти схемы. По словам участников, сейчас необходимо создать на федеральном уровне единый центр экспертиз для разработки стандартов по продуктам партнерского финансирования. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Заключительный день деловой программы «Казань-форума» был насыщенным. Обсудили развитие международного транспортного коридора с участием вице-премьера страны Марата Хуснуллина. Губернаторы рассказали об инвестиционном потенциале регионов. Насыщенной была и культурная часть. Вся палитра этого дня в репортаже Вероники Гуйнудзиновой. Сегодня здесь говорят о развитии международного транспортного коридора через страны Азии и Ближнего Востока. Цель у всех одна – наладить новую логистику в непростой геополитической обстановке. В России этому вопросу особое внимание. Активно развивают железнодорожные, сухопутные и водные пути. Об этом сегодня заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. В прошлом году объем автоперевозок вырос на 18%, в том числе благодаря трассе М-12. С коллегами из Казахстана у нас подписано соглашение, что мы постепенно синхронизируем наши планы по строительству дорог. Мы расширяем со своей стороны дороги, они со своей стороны. И в конечном итоге у нас будет дополнительная хорошая дорога, которая свяжет и Китай, и Центральную Азию, свяжет с Россией. Раис республики отметил, Татарстан как динамично развивающийся регион нуждается в развитии логистики. В прошлом году объем отгруженной продукции превысил 4 миллиарда рублей. Половина экспортируется. Мы считаем, что очень важно, надо использовать воду. Вот мы только что с коллегами встречались. Кама, Волга, Каспий. Я считаю, что это тоже серьезное подспорье. Самый дешевый вид
перемещения наших грузов. Большие планы развития сотрудничества со странами исламского мира. На губернаторской сессии обсуждают инвестиционные проекты. Так, Татарстан сегодня сотрудничает с 75 странами в этом направлении. В этом году на Казань-форуме стали активнее страны Африки. Товарооборот республики с исламскими государствами в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов. Это серьезные цифры, говорит Талия Миннулина. Чтобы получать инвестиционные проекты, иметь возможность рассчитывать финансово-экономические модели, нужны определенные торговые потоки. И для того, чтобы организовывать эти торговые потоки, нужно разрешать ряд вопросов. Сейчас международные валютные платежи затруднены. Нужно решать финансовую инфраструктуру, логистика. Большую часть этих вопросов решают прямо на форуме. На площадке этого форума у нас формируются контакты уже который год. И мы можем даже посчитать, какая польза принесена экономике республики благодаря переговорам здесь. Это сколько надо форумов объехать, да? Сколько надо встреч адресных сделать за год. А здесь все на одном месте, да еще на стенде Республики Мордовия эти встречи проходят. Поэтому большое спасибо, это очень полезно для всех регионов. На форуме очень важно найти точки соприкосновения и точки роста всех участников. И успешно исламский форум это демонстрирует и пользуется все больше популярностью, все больше участников. Глава ДНР Денис Пушилин отмечает, учитывая существующие риски работы в регионе, многие проекты финансируются за счет бюджета, но доля частных инвестиций растет. Поступили предложения от инвесторов, но тем не менее, уважаемые друзья, вот тоже, как мой коллега обозначил, тоже у нас выстроенная работа сейчас через единое окно с потенциальными инвесторами, со всеми, кто заинтересован работать с республикой, и это корпорация развития Донбасса. Казань-форум – лучший инструмент для развития не только межрегионального, но и международного сотрудничества. Этот форум призван развивать отношения с различными государствами. Все страны третьего мира ищут замену экономической монополии в этом мире. Страны Ближнего Востока и Северной Африки хотят стать иной экономической системой. Я благодарю Россию и Татарстан за этот форум, за то, что здесь создают условия для нашего экономического сотрудничества. Серьезные темы обсуждают и в выездной студии ТНВ. На Казань-форуме работает нон-стоп. Операторы выставляют кадры, режиссер сразу за пультом создает готовый телевизионный продукт. Гости студии – иностранные делегаты, федеральные чиновники, губернаторы. Сегодня форум играет огромное международное значение, в международной повестке огромную роль в сближении России и исламского мира. И вот сегодня вместе со своими спикерами, интересными гостями мы пытаемся открыть каждому татарстанцу или интересующемуся жизнью Татарстана вот это значение этого форума. Сегодня у нас были руководители Ассоциации женщин Африки, которые борются за права женщин Африки. Проблем там очень много. Сегодня мы нашли татарина в 5-м поколении из Йемена. Настоящая телевизионная студия приковывает взгляды практически всех гостей форума. Их встречают в уникальных образах мечети Кул-Шарифа и Сюимбике. Эти головные уборы олицетворяют многовековую историю республики. Участник из Марокко, который поразил нашу коллегию. Уже на другой площадке под бурные аплодисменты на сцену поднимаются мастера гастрономии. Сегодня объявили имена победителей турнира молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Награду за самое креативное блюдо забрал Тунис, за фундаментальные знания – Россия. Самым трендовым угощение оказалось у Ливана. Обладателем гран-при стал Уаиду Ридуан. Марокканец удивил жюри авторской пастилой из курицы. Это настолько почетно и волнительно для меня. Впервые в России и сразу победа. В свои блюда я вложил частичку души. И думаю, этим и зацепил жюри. Здесь я столько нового узнал от участников других стран, обменялись рецептами, секретами готовки. Казань-форум дал мне колоссальный опыт. Кокосовый флан, клубничная меренга, кирабу из креветки. На протяжении 2 дней уникальные блюда представили более 100 участников из 13 стран. Помимо опыта, они получили возможность стажироваться в лучших ресторанах мира. Они очень удивили именно своей работой. Работы все, хоть они и молодые, но все работы очень высокого уровня и достойные. Казань-форум сегодня посетили и татарские религиозные деятели со всей России. Это порядка 1000 имамов из 77 регионов страны. У них сегодня первый день программы и начали с выставки халяль-индустрии. Каждый год наш форум нас всех объединяет. Здесь я в первую очередь для того, чтобы налаживать деловые связи, общаться с коллегами и перенимать их опыт. Завтра религиозные деятели обсудят вопросы национальной самобытности и религии на пленарном заседании с участием Рустама Миниханова. А в воскресенье их ждут на Изге Булгаржейна. Вероника Гайнудинова, Дельмин Дубаев, Данил Филатов, Наиль Абдулин, ТНВ, Казань.
Рустам Минниханов встретился с делегацией Организации исламского сотрудничества. Ее возглавляет представитель генсекретаря ОИС по политическим вопросам Мохаммед Салах Текая. Гость отметил личный вклад раиса Татарстана в укрепление всесторонних связей России и исламских стран, высоко оценил работу группы стратегического видения под председательством Рустама Минниханова. В рабочем графике раиса республики сегодня было почти 20 мероприятий. Он нашел возможность встретиться как с делегациями, так и с руководителями компаний, участниками форума. Сегодня Рустам Минниханов принял участие во встрече вице-премьера России Марата Хуснуллина с заместителем премьер-министра Казахстана Сериком Жумангарином. Одной из важных и серьезных тем Марат Хуснуллин назвал реализацию проекта международного транспортного коридора «Север-Юг». Отношения между нашими странами, они давно сложившиеся, очень тесные. Только за прошедший год наши лидеры встречались 6 раз. У нас очень большой объем идет работы по взаимодействию. Значит, по всем сферам фактически увеличился торговый взаимооборот. Рустам Минниханов и генеральный директор одной из крупнейших мировых логистических компаний DP World Султан Ахмед бин Сулаем обсудили сегодня развитие сотрудничества. Оператор специализируется на грузовой логистике, морских услугах и зонах свободной торговли. Обслуживает 82 морских и внутренних терминалов в более чем 40 странах. Гость отметил большой потенциал Татарстана в сфере логистики. Компания также заинтересована в развитии индустриальных парков. Рустам Минниханов подчеркнул, руководство страны придает особое значение развитию транспортных коридоров, в частности, логистического маршрута «Север-Юг». Сейчас в Татарстане развивается необходимая транспортная инфраструктура. На встрече Рустама Минниханова с заместителем министра экономики Арабских Эмиратов Абдуллахом Аль-Салихом речь шла о развитии сотрудничества. Раис Татарстана подчеркнул, страна – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. Осуществляется регулярное воздушное сообщение, развивается сотрудничество в сфере образования, исламских финансов, индустрии, халяль, культурного обмена, туризма и спорта. Мы ценим те усилия, которые вы лично прикладываете для укрепления взаимоотношений между Россией и Эмиратами и между Россией и странами арабского и исламского мира. Российская Федерация и Иран – давние и близкие партнеры. Нас объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность, сказал Рустам Минниханов на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери. Что касается нашей республики, наша историческая еще глубже и дальше, и близость наших культур, близость нашей религии, оно нас сближает. На встрече с членами делегации государства Палестина Рустам Минниханов напомнил, на последнем саммите глав государств и правительств стран ОИС в Гамбии тема урегулирования кризиса в Палестине была одной из основных для обсуждения. Исламский мир очень сопереживает Палестине, подчеркнул раис республики. Мы поддерживаем все наши контакты с Палестиной. Между Казанью и Хевроном подписано соглашение о партнерских отношениях. Вот и такая площадка, как Казань-форум, тоже очень удобная площадка для обсуждения и продвижения наших планов. Рустам Минниханов вручил заместителю министра иностранных дел России Александру Панкину медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Медалью «100 лет образования ТССР» наградил Татьяну Довгаленко, заместителя директора департамента МИД России. Раис Татарстана поблагодарил министерство за поддержку в развитии международного сотрудничества республики. Особую признательность Рустам Минниханов выразил за работу по включению астрономических обсерваторий в список ЮНЕСКО. Александр Панкин, в свою очередь, отметил вклад Татарстана в укрепление связи России с исламским миром, а также значимость Казань-форум. Лина Зинатульна, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов посетил выставку «Раша Халяль Экспо», где осмотрел стенды российских регионов. Раис республики побывал на стендах Мордовии, Марий-Эл, Рязанской, Ульяновской областей, Донецкой Народной Республики и других. Всего на выставке представлены 17 регионов страны. Здесь достижения в промышленности, АПК, культуре, туризме, спорте, а также информация о достопримечательностях и природных богатствах. Провели ряд встреч с иностранными партнерами, есть интересы. Это пилеты, производятся, в том числе используются для домашних животных, изделия, в том числе для яд. Очень полезно, второй год выставляем.
Сегодня участники Казань-форума уже в полной мере могут поделиться впечатлениями от столицы Татарстана и подытожить свое пребывание на многочисленных мероприятиях форума. Как оценивают роль республики как площадки международного диалога и работу группы стратегического видения России «Исламский мир» под председательством Рустама Минниханова, гости рассказали нашим корреспондентам. Хочу отметить важность проведения Казань-форума и его решающую роль в выстраивании стратегического партнерства между исламским миром и Россией для дальнейшего укрепления сотрудничества и положительной тенденции к развитию отношений между государствами. То, что происходит здесь, в Казани, то, что происходит здесь, на российской земле, все-таки форум называется «Россия, исламский мир», с моей точки зрения, имеет значение и звучание далеко выходящие за рамки, собственно, нашей дискуссии, поскольку здесь обсуждаются основополагающие вопросы обустройства человеческой цивилизации. И, вне всякого сомнения, мы здесь, собравшись из разных стран, представители различных конфессий, представители различных культур, говорящие на разных языках, мы едины в понимании того, что это и есть самое главное достояние. Для нас форум в Казани это как место для встреч с партнерами, для налаживания взаимоинтересных отношений между нами и партнерами. И поэтому мы приезжаем сюда с большой надеждой того, чтобы мы могли наше место воплотить в жизнь. Это мой первый визит в Казань, и мне очень понравилось. У этого места очень хороший потенциал в экономике и в других областях. Татарстан – это мост между исламским миром и Россией. Здесь ведется активная деятельность в сфере халяль, и сейчас многие компании из Ирана приезжают сюда работать. Думаю, благодаря этому форуму успешных проектов будет еще больше. Серьезная форумная площадка для того, чтобы обсуждать проблемы, которые есть. Но, соответственно, показывает консолидацию тех государств, которые основной религией является, конечно, ислам. Группа стратегического видения влияет на многие вопросы, которые происходят в исламском мире через призму межрелигиозного, межцивилизационного взаимодействия. Поэтому заседание группы стратегического видения в Казани и проведение Казань-форума привлекает очень много представителей из различных стран. В этом году говорят, что около 80 стран участвует. Это еще раз говорит о том, что Россия никак не изолирована от внешнего мира. Поэтому такая активная работа проводится и группы стратегического видения, и, конечно, прежде всего Миннихановым, который очень активно работает со многими мусульманскими странами, в том числе вот недавно участвовал на заседании Совета министров иностранных дел мусульманских стран. Это еще раз говорит о повышении роли группы стратегического видения и авторитете руководителя группы стратегического видения Минниханова Рустама Нургалиевича. Сегодня Ментимир Шаймиев встретился с Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом, генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ИСЕСКО. Это исламский аналог ЮНЕСКО. Обсудили вопросы по развитию сотрудничества. Гость поблагодарил государственного советника Татарстана за теплый прием и пригласил посетить на Казань-форуме стенд ИСЕСКО. Сегодня Ментимир Шаймиев встретился с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Гость поделился впечатлениями о форуме и рассказал о своем выступлении в профильной секции, посвященной культуре, образованию, а также бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия. На встрече обсудили ряд вопросов по управлению объектами всемирного наследия, а также затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.
Татарстан – один из ведущих регионов нашей страны по реализации государственной национальной политики. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента страны Магомед-Салам Магомедов на встрече с Фаридом Мухаммедшиным. В Доме дружбы народов гость ознакомился с работой национально-культурных объединений, многонациональной воскресной школы. Обсудили сохранение и развитие культуры родных языков. Магомед-Салам Магомедов отметил, в республике созданы все условия для того, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий чувствовали себя свободно единым народом. В этом большая заслуга руководства Татарстана. В стратегии государственной национальной политики зафиксирована. Она звучит так: укрепление единства российской нации при сохранении этнокультурного разнообразия народа в России. То есть две задачи. С одной стороны, мы должны быть все вместе едины, один народ, который живет здесь, гражданская нация, но при этом мы не должны потерять ни один язык, ни одну культуру, ни один народ. Так и делается. Работа эта нескончаемая. Нельзя сказать, что мы достигли какого-то пика. Значит, там постоянно обновляются и тематика. Но самое главное, самое ценное, вот то, что вы сказали, предназначение, сохранение традиций, обычаев народов, живущих в Татарстане, его языка, его культуры. Татарстанские продукты халяль смогут оказаться на прилавках Ближнего Востока, Африки и других стран дальнего зарубежья. Это предполагает соглашение между Международным центром стандартизации и сертификации халяль при Духовном управлении мусульман России и одной из крупнейших инвесткомпаний из Арабских Эмиратов. Его заключили на полях Казань-форума. Этот момент можно считать историческим. Соглашение между Международным центром халяль и инвесткомпанией Emirates International Investment открывает рынок дальнего зарубежья для российской халяль-продукции. Я считаю, что еще какие-то небольшие усилия, и наши предприятия смогут экспортировать продукцию со стороны дальнего зарубежья. Пока главные покупатели – страны СНГ. По итогам прошлого года $1,5 миллиона. В этом году за 4 месяца мы уже экспортируем на 4 с лишним миллиона. Перспективы сотрудничества в халяль-индустрии России и исламского мира обсуждают на Казань-форуме. Татарстан одним из первых начал внедрять этот стандарт, и теперь опыт республики интересен за рубежом. Подписанное соглашение предусматривает инвестиции в татарстанскую халяль-индустрию. Что позволило бы создать и новые рабочие места в первую очередь, и также дальше развивать индустрию халяль. Это напрямую повлияет на международный экспорт. Вскоре молоко, мясо и другие халяль-продукты из республики смогут оказаться в Арабских Эмиратах, Малайзии и других странах исламского мира. Напоминаем, Духовное управление мусульман приглашает всех на Изге Болгар ЖН. Мероприятие пройдет в это воскресенье, 19 мая, в Древнем Болгаре. Традиционно состоится коллективный намаз под открытым небом и будет представлена насыщенная культурная программа. Впервые в этом году гости смогут прочитать Тауба намаз, молитву покаяния. В год семьи разыграют сертификаты на семейные путевки в хадж. Подробная информация есть на сайте Духовного управления мусульман. Эта территория касается всех мусульман нашей страны. Она важна для каждого, и мы приглашаем всех вас посетить это прекрасное собрание. Так как этот год в нашей стране является годом семьи, было принято решение разыграть 3 семейные путевки в хадж. Но есть одно условие – быть семейным и со своей семьей, со своей парой, то есть мужу с женой, жене с мужем, присутствовать во время розыгрыша после обеда. И Аллах верса, в следующий год мы сможем отправить 3 семейных пары, поэтому передайте своим друзьям и приходите сами. В большой световой экран превратились сегодня белые стены Казанского Кремля. Это специальный подарок для всех жителей города и участников Международного экономического форума. В основе представления исторические события и культурное наследие Казани с музыкальным сопровождением. Здесь можно увидеть суры из Корана, костюмы народов нашей республики, национальный колорит, культовые сооружения. Зрители начали собираться на площади 1 мая до того, как стемнело. Многие фотографируют, снимают видео. Проекционное шоу показывают от Спасской до Тайницкой башен Кремля, и оно продлится до полуночи. Его повторят и завтра, и в воскресенье. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дихате. Я с вами прощаюсь. До встречи.